2 из 4 общественных территорий смогут выбрать ухтинцы для благоустройства в будущем году. Всероссийское онлайн-голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды стартует уже 26 апреля. О том, как готовится к голосованию Ухта и как могут преобразиться выбранные общественные пространства, узнала Виктория Науменко. Все 4 выдвинутые на голосование территории муниципалитета в этот раз в пригороде. Все по многочисленным просьбам населения. Центральные улицы города ремонтируют и облагораживают каждое лето, а вот для отдаленных микрорайонов и поселков участие в программе формирования комфортной городской среды – удача. Территории для благоустройства предлагают с учетом пожеланий населения. Так, для жителей поселка Сидью клуб – настоящий центр притяжения и культурный центр, и для них важно, чтобы его территория выглядела соответствующе. Возле клуба уже есть детская площадка, стоят спортивные снаряды, установлен памятник воинам-освободителям. Здесь гуляют дети, подростки, отдыхает пожилое население, проходят массовые мероприятия. Но при этом в плачевном состоянии освещение и асфальт. И это, по словам местных жителей, портит всю картину. Конечно, обязательно надо благоустроить, потому что взрослые, дети, пожилые люди. У нас один очаг культуры, вот, пожалуйста, клуб, больше у нас некуда сходить. Во-первых, детская площадка, у нас очень много детей, здание клуба, где дети также ходят, занимаются. Так что благоустройство нужно и очень даже. У нас вообще-то дети все здесь. Я это не очень-то, конечно, с другой стороны поселка, но дети в основном здесь, конечно, нужно. Также для благоустройства предложены тротуары по улице Космонавтов в поселке Ярига, которые давно нуждаются в ремонте. Их планируют поднять над уровнем проезжей части, чтобы предотвратить ежегодные подтопления по весне. А еще полностью заменить асфальт и бордюрный камень. Как и на площадке по улице Тимирязева в Шудаяге. Это прилегающая к магазинам территория на центральной улице сейчас просто россыпь луж и фрагментов бордюрного камня. А при совсем небольшом преображении она может стать комфортной зоной отдыха. В рамках благоустройства планируется проведение тоже работ по асфальтированию площади, асфальтированию пешеходных зон, замену бордюрного камня, оборудование клумб и установка скамеек и ворон. Самое масштабное благоустройство запланировано на площадке возле профиля Ленина в микрорайоне Ветлосян. Это место самое знаменитое из предложенных и давно претендует на звание визитной карточки Ухты, рассказывает общественный куратор объекта Дмитрий Мартемьянов. Это должность нововведения в организации голосования в этом году. Кураторы территории – это общественники, которые следят за ходом голосования по конкретному объекту, вносят пожелания жителей. Символично, что курировать такое знаковое место для Ухты поручили сотруднику историко-краеведческого музея. Дмитрий Мартемьянов знает историю этого места до мелочей. Это место сейчас стало, безусловно, очень важным, мощным таким центром притяжения, можно сказать, и ухтинцев, особенно гостей города. Так как мы музей, да, у нас есть и туристско-информационный центр. Многие спрашивают, что у вас интересно, мы слышали, у вас есть Ленин, там все прочее. Да, пожалуйста, здорово, замечательно, он есть. Но площадка, как вы видите, конечно, нуждается в благоустройстве. Мало того, что великолепный вид на город, очень хочется, чтобы там была смотровая площадка. Вообще в идеале, конечно, как вот во многих фильмах пошли, так можно было посмотреть в монокуляр, полюбоваться на город. Ухтинцы с прошлого года с нетерпением ждут его благоустройства. В минувшем году эту территорию также выставляли на голосование, но тогда выиграли тротуары в поселках. Была острее необходимость, но популярности это место не утратило. Это место, знаете, сколько лет? Мы сюда приехали 40 лет назад, он уже был. Как-то подъезжаешь к Ухте, и мы как-то это самое уже по нему определяли. Для меня как бы память, приезжали, когда свадьба была, поэтому для меня как бы значимая. Я не приезжаю сюда особо, почему? Потому что оно не обустроено. То есть, оно не очень красиво выглядит, вот это, сами все видите, как бы. Можно было облагородить, там, я не знаю, беседочки поставить какие-то для молодежи, чтобы отдохнули. Здесь же летом, например, очень много народу собирается. То есть это сейчас еще не сезон, так скажем, а здесь летом будет постоянно. Работа здесь нужна большая. Если территория победит в голосовании, все запланированные пункты, возможно, распределят не на 1 год. Начнут с основы, с подъездной дороги по улице Клубной. На сегодняшний день она грунтовая. Впрочем, скорость благоустройства любой территории победителя будет зависеть от финансирования. Бюджет формируется из 3 бюджетов, это федеральный, республиканский и местный. И уже как бы исходя из этого мы будем думать, какой объект брать, какой выбирать. Все будет зависеть от того, что нам даст республика на 22-й, так как эти деньги мы еще делим и на дворовые, и на общественные.
По каждой территории на голосование будет представлено 2 варианта дизайн-проектов. Разница, возможно, небольшая, к примеру, в расположении конфигурации клумб и скамеек, но важно, чтобы люди сами сделали выбор. Кстати, в этом году помогать им будут волонтеры. Команда уже сформирована и готова к работе. Волонтеры будут нести 4-часовые дежурства с планшетами в нескольких точках города, предлагать и помогать жителям проголосовать онлайн. Торговый центр «Ярмарка» – это торговый центр «Юпитер» и площадка одна из набережных Газовиков. 2 точки будут работать на постоянной основе в будние дни, 3-я будет подключаться в выходные. Пока в команде волонтеров Ухты около 40 человек. По мере формирования графика их выхода на точки будет ясно, нужны ли дополнительные люди. Если обнаружится недобор, команду расширит до 150 волонтеров. Поэтому у желающих еще есть шансы принять участие. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.